Все нормально у меня, я нормальный охотник. Давно здесь находитесь? Ну нет, недавно, где-то минут сколько, 20, наверное, только. Андрей Киселев – охотя-новичок. По незнанию можно поймать не крупные трофеи, а штраф. Но охотник проверку росгвардейцев прошел успешно. Уже неделю в республике открыт охотничий сезон. Верхнеуслонский район стал первой точкой в рейде по охотничьим угодьям. Я сторонник, чтобы все официально было, чтобы все легально было. У меня есть 2 оружия, у меня на каждый вид оружия есть разрешение, сейф, все, лицензия, у меня все в этом плане, у меня все строго. У охотника под прицелом парнокопытная или пернатая дичь, а у сотрудников Росгвардии злостные нарушители. Для охотников действует не только моральный, но и уголовный кодекс. Уголовная статья – это незаконная охота, это получается у нас браконьерство. Если у нас повторно идет, то уже лишение свободы. Но эта статья не самая популярная. Уголовная ответственность наступает и для тех, кто открыл охоту на зверя, не указанного в его путевке. В охотничьих угодьях отстреливать можно только тех, на кого есть специальное разрешение. В основном это кабан, лось, гуси и утки. На каждого лимит. А самая основная цель рейда – сделать охоту безопасной. Поэтому охотникам запрещено стрелять вблизи населенных пунктов в ночное время и в пьяном состоянии. За прошлый сезон проверили более 900 охотников. Только 10 из них привлекли к административной ответственности. В лидерах оказались штрафы по правилам перевозки оружия. Хотя азбука любого охотника, по словам экспертов, проста. Перевозить оружие разряженным, отдельно от патронов и в чехле. Документы должны быть с собой. Разрешение хранения и ношения называется. Это на оружие конкретное. Там прописывается имя, фамилия, отчество владельца оружия и номера. Также иметь с собой охотничий билет российского образца и также иметь с собой путевку. Осматриваем машину, присутствие владельца, осматриваем дичь, какую дичь они пострелили. Если у них в путевке это не указано, это уже браконьерство. Штрафы за нарушенное правило до 4000 рублей плюс конфискация оружия. В крайнем случае лишение права на охоту. Но в этом сезоне законно поохотиться можно еще до 15 октября. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.